Очевидно, если вы делаете магазин, в котором продаются там тысячи наименований книг, очевидно, что вы верите в то, что, ну, ведаете, да, что, в то, что книга очень нужна людям. Она помогает, и вы не продаете просто какие-то чипы там, с электронными там, файлами. Сколько за последние, ну не знаю, лет 5, ну даже не сколько, 3 самые неудачные инновации, которые вы внедрили, они не пошли и не стали пользоваться спросом у людей. Это удивительно, но на первом месте электронная книга «Авет», которую мы заказали, причем достаточно по передовым технологиям, с повышенной белизной бумаги, с тачскрином, с интеграцией с веб-порталом, на котором можно было скачать электронную книгу непосредственно на устройство. Мы привезли первый тираж, поставили. Наверное, мы не умеем продавать электронные книги, но она у нас не пошла, и так или иначе она еще присутствует где-то в каких-то магазинах. Но мы для себя поняли, что, наверное, нашему читателю как-то не очень актуально электронное чтение. Вторая какая штука, которую вы пытались внедрить, но она не пошла? Мини-магазины в метро. У нас была такая попытка много-много лет назад. Может быть, сейчас по-другому. Но мы поняли, что мы с очень маленьким форматом не умеем работать. Это требует совершенно иной внимательности, иной скорости, а мы немножко такие расслабленные. С одной стороны, мы немножко напряженные, но с другой стороны, мы немножко расслабленные. Поэтому мы предпочитаем работать с большими пространствами, где можно спокойно что-то переставить, спокойно что-то поменять, добавить ассортимент спокойно. И таким образом почувствовать изменения в статистике. А третью можешь какую-нибудь вспомнить вещь, которую вы там начали, но вот она не случилась? Это выход в Украину. Мы как-то еще за некоторое время, за несколько лет до вот этих вот активных горячих действий туда вышли. Я с удивлением обнаружил логику украинских предпринимателей. Она немножко отличается от нашей, я бы сказал так, значительно отличается от нашей. Какая она? Если посмотреть их глазами, то она очень эффективная в их сторону, да? А если посмотреть более системно, то она не очень партнерская, да? То есть нету того уровня доверия или того уровня взаимного уважения, которое есть, например, у нас ну, в поле других отношений. Ты пытаешься так мягко завуалировать то, что называется «себе побольше, партнеру поменьше»? Да, это тот принцип, который, я думаю, что является значимым или часто встречающимся. Я не уверен, что это тотальный менталитет. Я думаю, что на самом деле это связано с условиями жизни и со стадией развития психологии менеджмента, да, психологии управления. Да, то есть вот тот принцип вин-вин, который там сформулировал там Стивен Кови, который мы знаем по многим нашим партнерским отношениям, он приходит чуть позже. Да, это следующий этап эволюции управленцев.